В этом заинтересованы Соединенные Штаты Америки, потому что они и без того во многих местах планеты конфликтуют и противостоят России. И Соединенные Штаты не заинтересованы в расширении фронта войны с Россией. Тем более Украина показала, что Америка не выигрывает в специальной военной операции на Украине. Они это хорошо чувствуют, понимают. И специалисты, военные специалисты, генералы разные, американские, не российские и не европейские, а именно американские, они это четко формулируют и четко осознают о том, что многие из этих генералов говорят, что мы, то есть они, генералы, советовали и раньше американским лидерам не воевать, не затеивать войну с Россией. Выиграть войну с Россией Америка не может. Да, конечно, может Америка применить ядерное оружие, но они также четко знают о том, что ответ будет адекватный. Сейчас Россия опережает в производстве вооружения, и российская армия считается армией номер один в мире. Такой армии нет и у Соединенных Штатов Америки. А Россия в этом плане, по этим показателям, занимает первое место. Но, тем не менее, американцы не хотят реализовать эти реалии. Они хотят чужими руками воевать с Россией. Они-то на самом деле не воюют. Они финансируют эти войны с Россией. В этом они вот видят свою миссию. То есть они видят, что Россия нарастает свою мощь, Китай нарастает свою мощь, и американцам приходится каким-то образом сдерживать их устремленность. Вот это, скажем, значит, то, что в Карабахе случилось, это один из элементов. У Соединенных Штатов Америки вот таких конфликтогенных территорий много. Скажем, значит, вот если на Южном Кавказе произошло вот это, на всякий случай они имеют резервы, в частности, на юге России и Украины. Это Молдавия и Приднестровье. Или на севере это Прибалтика, Финляндия, Прибалтика и другие. То есть американцы, они могут вот эти ресурсы использовать, как вот, скажем, значит, даже на Дальнем Востоке, Тайвань и Китай. Или еще, то есть они же хотят создавать типа прообраза НАТО и на Востоке. То есть американцы сейчас имеют очень много территорий, где они держат свои военные силы, военные структуры. А на Южном Кавказе, особенно американцев интересует здесь на Южном Кавказе Черное море, Крым. Вот что их интересует. Крымом интересуются даже британцы больше, чем американцы. И вот, а это является одной из цепи звено американской внешней политики.